На фоне непростой ситуации для экономики перед налоговой службой Ингушетии стояла важная задача – увеличить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Благодаря выездным налоговым проверкам инспекторы с поставленной задачей справились. Общая сумма совокупной задолженности составляла порядка 5 миллиардов. Если быть точнее, 4 миллиарда 954 миллиона. Но на сегодняшний день мы сумели снизить эту задолженность порядка более на 700 миллионов рублей, и она составляет 4 миллиарда 200 с чем-то. Это хороший результат. Надо отметить, в предыдущих периодах у нас с года в год задолженность каждый раз увеличивалась. Самыми проблемными налогоплательщиками остаются коммерческие организации и физлица. Их долг в 2020-м составил более 600 миллионов рублей. Из них погашено порядка 130 миллионов. Замруководителя УФНС отмечает, это отличный показатель для республики. Он также напомнил, чтобы оплатить долги, не обязательно толпиться в конторах. Есть специальные электронные сервисы, но не все налогоплательщики о них знают. Человек может узнать о наличии задолженности, о размере задолженности через сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Через данный сервис он может полноценно, не обращаясь в налоговые органы, полноценно взаимодействовать, получать необходимую информацию, а также обращаться через данный сервис в налоговые органы, в том числе по различным вопросам. Рассказали также о мерах поддержки налогоплательщиков в связи с распространением COVID-19. Так, правительством предусмотрены субсидии в размере порядка 12 тысяч рублей предпринимателям малого и среднего бизнеса, которые понесли большие убытки из-за эпидситуации. В настоящее время на такую поддержку подано более 900 заявлений. Около 600 из них подтвердили право на получение выплат. Выплачено почти 13 миллионов рублей за оба месяца. Также были предоставлены отсрочки, перенос срока уплаты. Перенос срока уплаты был установлен по умолчанию, а иные меры поддержки, такие как выплата субсидий, предоставление отсрочки по уплате налогов, предоставлялись в заявительном порядке. Упомянули на встрече и об изменениях в законе, которые вступили в силу с начала 2021 года. Также хотелось бы отметить, что с 1 января 2021 года прекращает свое действие единый налог на вмененный доход, специальный налоговый режим. И для перехода на другой режим налогообложения всем тем, кто еще не успел написать заявление, нужно подойти в налоговую инспекцию и написать заявление о переходе на иной специальный режим налогообложения. Или же с 1 января по умолчанию эти налогоплательщики будут переведены на основную систему налогообложения. Налоговая служба следит за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налоговых платежей, сборов бюджета, а также за соблюдением налогового законодательства. Также служба напоминает, с 1 января по 30 апреля установлен переходный период одновременной работы двух счетов. Хава Гайзикова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.